Самые главные и актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня среда, 7 июня. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. В течение получаса наша информационная команда расскажет вам о самых интересных новостях. Лучших социальных работников наградили сегодня. Презентация фильма о быте и культуре крымчаков. В Крымско-Татарском театре состоялась премьера комедийного спектакля «Кудалар». В преддверии Дня социального работника России в Симферополе состоялся концерт и награждение лучших специалистов этой сферы. Поздравили передовиков глава Республики Крым Сергей Аксенов, представители Госсовета и других министерств. Еще в холле в исполнении оркестра Крымского государственного академического музыкального театра для гостей звучали шедевры мировой классики. Несколько сотен социальных работников со всех регионов полуострова собрались отметить профессиональный праздник вместе. Защита социальная, идея гениальная, и государстве нынешнем придумана давно. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отличившимся сотрудникам соцзащиты вручил награды, памятные подарки и грамоты, а также звание «Заслуженный работник социальной защиты России». Он подчеркнул, что без социальной защиты нет эффективности работы органов власти. Их работа важная и сложная. Спасибо огромное за это, за внимание, за теплоту, за чуткость, за все, что вы делаете, за вот огромный патриотизм. Это на самом деле, эта работа, наверное, одна из самых ответственных. Еще раз говорю, без личного желания помочь людям, наверное, ничего не получится. И вы бы сами не пошли бы работать в органы социальной защиты. Спасибо вам большое. Поздравляю вас всех с праздником. Я без вас тоже не справлюсь. Вот благодарен и готов всегда вникать в проблемы трудовых коллективов и лично каждого из вас. Без защиты вас тоже не оставим. Поэтому спасибо вам большое за все. Профессия социального работника появилась в нашей стране в конце прошлого века. Свое призвание эти люди видят в ежедневной помощи пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская рассказала, что в последнее время все больше молодежи пополняет ряды соцработников. За прошедший наш год, так скажем, календарный 16-й, мы когда подводили итоги, для себя мы определили уже новые пути развития, потому что становление системы прошло. И вы сегодня слышали, и глава оценил нашу работу, что мы как-то жестко вошли нормально, с хорошей нормативной базой в Российскую Федерацию. И сегодня наша задача – это теперь уже не просто становление, а это уже развитие новых форм поддержки как семьи, так и пожилых граждан. Директор Соколинского психоневрологического интерната Рустем Бавбеков получил из рук главы Крыма памятные часы. Стоит отметить, что Рустем Бей уже 10 лет возглавляет лечебное учреждение, а под его руководством 282 сотрудника интерната и около 400 пациентов. Само учреждение находится в Бахчисарайском районе в селе Соколиное у подножия горы Айпетри. Директор интерната рассказал о проделанной работе за последние 4 года. Очень много денег выделили нам за эти 4 года. Практически мы там сделали очень большие ремонты, и крышу починили, заменили полностью все окна. Все для блага подопечных. Мы их кормим, одеваем, обуваем. Они все на государственном обеспечении. У нас тепло, светло. Как говорится, никаких никаких ущемлений. В общем, все на благо подопечных. Рустем Бавбеков награду считает общей заслугой коллектива. Рад, что их работу оценили на высоком уровне. Коллегам всем крепкого здоровья. В их нелегком труде, конечно, очень тяжелый труд. Им огромное спасибо, что они меня поддерживают, что я с ними работаю. Всем их семьям благополучия, крепкого здоровья, чтобы всегда мы еще долго-долго работали. Сегодня профессия социального работника востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Избирательная комиссия республики приняла ряд постановлений, которыми назначила проведение дополнительных выборов Госсовета Республики Крым в единый день голосования 10 сентября 2017 года в 2 округах – Керченском и Ленинском районах. Это связано с тем, что год назад в Керчи депутат Владимир Подлипенцев сложил свои полномочия, а депутат Ленинского округа Юрий Шевченко год назад скончался. Возложение соответствующих полномочий тоже было принято соответствующее решение. Они возлагаются на две территориальные комиссии Ленинского района и территориальную комиссию города Керчи.
Когда я говорил о средствах, то действительно эти средства были выделены, уже в настоящее время выделены Государственным Советом Республики Крым, естественно, из бюджета Республики Крым, поскольку это выборы касаются именно, так скажем, Государственного Совета территории Республики Крым, поэтому эта сумма выделена, и она вполне достаточна для того, чтобы были соблюдены все те технические моменты, которые связаны с проведением выборов в этих округах. Она равна 15 миллионам рублей. В Крымском парламенте сегодня утвердили последнюю треть состава Общественной палаты. Об этом подробнее в следующем сюжете. В соответствии с действующим законодательством процесс формирования нового состава Общественной палаты Республики Крым начался 17 марта 2017 года. В связи с тем, что полномочия нынешнего состава Общественной палаты истекают 30 июня этого года. Сегодня путем открытого рейтингового голосования было избрано 2/3 нового состава, то есть 12 человек. После сегодняшнего дня закон отводит определенное количество времени для того, чтобы палата могла сформировать свои руководящие органы. Но для этого должна первая палата завершить свои полномочия. Они завершаются 30 июня нынешнего года. Вот 30 июня эти полномочия будут завершены, и после этого в течение 10 дней по закону нужно провести первое организационное заседание новой общественной палаты. Избрать председателя, его заместителей, сформировать комиссии, назначить руководителей этих комиссий, таким образом создать Совет Общественной палаты. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития полуострова. Я был членом Общественной палаты прошлого созыва в течение 2 лет. Работал в комиссии по межнациональным отношениям. И вот сегодня прошли выборы, в которых новый состав Общественной палаты был избран, и я вошел во 2-й созыв Общественной палаты. Роль Общественной палаты велика, это связь с обществом, когда голос общества, общественных организаций может доходить до власти. В начале июля планируется провести первое рабочее заседание нового состава Общественной палаты. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сегодня в Симферополе состоялась презентация фильма «Крымчаки», созданного представителями крымчакской общины при содействии Дома «Дружба народов». Над фильмом также работала творческая группа телеканала «Миллет». На презентации картины побывала и наш корреспондент Султания Меджид. Съемки документального фильма «Крымчаки» проходили около года, однако идея создания появилась более 2 лет назад. На протяжении всего фильма показывается история, культура и обычаи крымчакского народа. Уникальность народа в том, что они тюрки по происхождению, у них тюркский язык, но вероисповедование у них ортодоксальный иудаизм. К сожалению, после оккупации представителей народа этого очень мало осталось. На сегодня проживает 270 человек в Крыму только. И как раз, собственно, после оккупации произошел этот разрыв между поколениями. Фактически сегодня нет носителей родного языка, я не говорю уже о религии. Стоит отметить, что это уже 6-й фильм о крымчаках, однако предыдущие картины рассказывали об отдельных фрагментах истории народа, о его культуре и обычаях. Этот же фильм объединил все предыдущие эпизоды. Во время демонстрации этого фильма у многих присутствующих на глазах выступили слезы. И это говорит о том, что фильм действительно передал ту трагедию, ту историю народа, которую по замыслу режиссера нужно было показать народу. Председатель общественной организации Крымского общества крымчаков Дора Пиркова отметила значимость этого фильма и подчеркнула, что благодаря этому общественность узнает о крымчаках. Это очень важный фильм сейчас, вот с возвращением в Россию, потому что в России совершенно не знают, кто такие крымчаки и что вообще есть такой народ в Крыму. Поэтому мы хотим показать вот этими фильмами, я думаю, что мы вот еще продолжим серию фильмов. Хотим показать, что мы живы, что у нас есть своя культура, что такой народ в Крыму есть. И считаемся коренным народом Крыма. И хотела, чтобы больше россиян узнали о нас, узнали о нашем народе. По окончании презентации фильма для гостей была представлена танцевальная программа.
Султания Меджида, Кимбекиров, телеканал Милет. Сегодня в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялось открытие выставки «Чарующее волшебство филиграни», где были представлены работы мастера филиграни Айдера Асанова и его учеников. Настоящую крымскую филигрань удалось увидеть и нашей съемочной группе. Благодаря Айдеру Асанову возрождается традиционное ювелирное искусство крымских татар изготовления изделий в технике филигрань. Айдер Асанов из династии ювелиров почти всю жизнь работал на заводе, а в 64 года понял, что остался единственным в мире человеком, немного знакомым с традиционным крымско-татарским ювелирным искусством, и возродил его. В 2000 году в Бахчисарае Айдер Асанов возглавил мастерскую для творческой работы и обучения искусству традиционной крымской филиграни. Заслуженный артист Крыма Рустем Иметов также посетил выставку. Отмечает, такие личности, как Айдер Асанов, должны послужить для нынешней молодежи примером. Айдерага bizim milletin arasından çıkan bir istidat. Milletimiz istidatlı. Arasında çeşit sahada çok istidatlar var. Onlar çıkabilecek çünkü toprak bereketli olsa onun mahsulü da bereketli ola. Görüyorsunuz, onun istidatı ballarına da geçti. Şekertlerine de geçti. Bu sanat olmayacak, bu devam edecek. Bugün 90 yaşına yakınlaşkan insan daha çalışa, daha hareket ete. Uzak ömürler oğa. Keleye yatkan nesilge numune, öyle de numune olsun, çok yıllar daha uzak ömürler isteyimiz. Сам Айдер Асанов признается, не ищет легких путей для своих учеников. Терпеливо, но требовательно он побуждает каждого найти свою дорогу в ювелирном деле, ведь искусство филиграни вмещает в себя богатейший мир фантазий, орнаментов и символов. А владение секретами обработки металлов – это только основа для главного создания художественных образов. В течение 17 лет мастер воспитал 20 учеников. Один из них, Эльдар Меметов, рассказывает, что помнит, как впервые пришел в класс к своему учителю, как познал красоту филиграни и больше никогда не хотел сходить с этого пути. Айдер в первую очередь научил терпению по жизни, чтобы и в профессии, конечно же, это терпение основное, преодолевать какие-то трудности, быть терпеливым. Айдер Асанов – участник многочисленных выставок в Симферополе и других городах России, Украины, Турции и Польши. Вместе с молодыми мастерами он активно участвует в развитии традиционного ювелирного искусства крымских татар, следуя по пути поиска новых декоративных форм. На украшения, сделанные мастером Айдером Асановым, хочется не просто смотреть, а прикоснуться, чтобы убедиться в их реальности. Нурия Азизова, Умер Мустафаев, телеканал Милет. В художественном музее на территории Ханского дворца открылась выставка крымско-татарских мастеров и мастеров из Татарстана под названием «Борлек». Выставка посвящена столетию со дня основания Бахчисарайского музея и приурочена ко Дню России. На открытии побывала и наш корреспондент Нурия Азизова. Вот уже третий год художественный музей Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника принимает межрегиональный художественный проект Союза художников Республики Татарстан «Крым в моем сердце». Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и является важным составляющим звеном в межкультурном диалоге народов Крыма и Татарстана. Заведующая художественным музеем Дживаир Качка отметила, что в будущем хотелось бы расширить выставку и увидеть как можно больше работ различных авторов. Мы надеемся, что наш проект будет продолжаться. Это проект «Крым в моем сердце». Надеемся на перспективы в дальнейшем, что, возможно, будут площади расширяться, больше картин будут привозить. В экспозиции представлены более 30 художественных произведений, в которых можно пронаблюдать самобытность культур и схожесть уклада жизни, традиций, верований наших народов. Как рассказывает известная крымско-татарская художница Зарема Трасинова, каждая работа наполнена теплом и любовью к родному краю. Выставка такая небольшая, камерная, можно сказать. Очень мало работ, но они очень симпатичные и впечатляют. Мне понравились работы. Несколько работ очень понравилось. Ну, пока я еще фамилии не запомнила, но с художниками из Татарстана познакомилась. Интересные люди. Надеемся на другие встречи. Для экспозиции были отобраны работы татарстанских художников, которые в разное время создали произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства с образами Крыма. Натурные пейзажи, натюрморты, мифологические и исторические сюжеты произведений объединены одной темой – любовью к Крыму. Необыкновенная красота, история, богатое культурное наследие, которого служит неиссякаемым вдохновением для мастеров
в кисти. Это выставка Союза художников Республики Татарстан, и название выставки имеет «Берлик». Название очень символичное, и мы постарались эту выставку привести с работами, на которых изображен быт, культура Татарстана, который, в общем-то, очень тесно перекликается с культурой крымско-татарского народа. Здесь есть темы на религиозную, на мусульманскую тему, есть и бытовые какие-то сюжеты. Художники из Татарстана рассказали, что на следующий год выставка будет посвящена народному празднику окончания весенних полевых работ Сабантуй. Нурия Азизова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В Крымско-Татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля режиссера Беляла Белялова «Кудалар. Сваты». Жанр комедия. Несмотря на юмористическую подоплеку, смысл постановки глубокий и поучительный. Подробнее в нашем следующем сюжете. Этот храм будоражит воображение, заставляет душу открываться, сопереживать героям, радоваться и страдать вместе с ними. Название этого храма – театр. Единственный в мире крымско-татарский театр всегда поражает зрителей глубоким смыслом своих премьер и изысканной игрой актерского состава. Мастер режиссуры Белял Белялов вновь радует крымчан и гостей полуострова премьерой комедии «Кудалар. Сваты». Насладиться спектаклем, как всегда, собрался полный зал зрителей. Поддержать коллег и получить заряд положительных эмоций пришла оперная дива, солисткой и актриса Крымско-татарского театра имени Джевдетова. Всегда для меня и для моей семьи комедии, поставленные Белялом Беляловым, очень актуальные темы поднимают, очень смешные, и мы с удовольствием приходим на его постановки. Ожидаю получить хорошее настроение, прекрасный заряд. Спектакль «Кудалар. Сваты» раскрывает тему семейных отношений. Актеры представляют уникальную возможность зрителям окунуться в атмосферу неповторимых впечатлений и прочувствовать через жанр комедии важные моменты нашей жизни. Актер Крымско-татарского театра Алим Аблаев, один из главных героев премьеры, рассказал нам о своей роли и содержательности спектакля. Было тяжело вживаться в роль, потому что я никогда не примерял на себя роль жениха. Нет такого опыта, и тем более уж нет таких упрямых родителей, которые бы прям сильно упрямились бы на столько свадьбы. Название спектакля «Кудалар. Сваты» является отправной точкой для понимания содержания комедии. Это постановка о родительской любви к детям, которая не знает границ, проходит сквозь все преграды и призвана оберегать своих близких. Динамичная сюжетная линия заставляет зрителя испытывать неповторимые впечатления. Проблема, поднятая именно в этом спектакле, я думаю, зрителям была достаточно знакома, понятна или ожидаема для некоторых из них. В нем затрагиваются очень важные моменты нашей жизни, несмотря что все решено через жанр комедию. Я уверена, что люди, пришедшие на спектакль «Кудалар», никогда об этом не пожалеют. Постановка, костюмы, декорации, актерское мастерство – все это не оставило зрителей равнодушными. После окончания премьеры еще долго звучали оглушительные овации благодарных гостей. Всех мусульман поздравляю со священным месяцем Рамадан. Сегодня мы побывали на премьере комедии. Нам очень понравилось. Я так радовалась за то, что наш народ развивается, ставит такие прекрасные комедии. Пусть родители смотрят, как дети любят друг друга. Для тех, кто еще не успел посетить комедию «Кудалар. Сваты», Крымско-татарский театр по многочисленным просьбам откроет свои двери 8 июня. Уважаемые зрители и самое главное молодежь крымско-татарская, приходите на наш спектакль 8 числа. И научитесь прежде всего любить свою вторую половину, ценить своих родителей и никогда не останавливаться перед преградами. Арзы Хасьянова, Всеволод Матросов, телеканал Миллет. В этом году в Крыму отметят День крымско-татарского языка и письменности. Он пройдет 5 ноября. Сегодня состоялось первое совещание рабочей группы под руководством заместителя министра культуры Республики Крым Исмета Заатова. Также в нем приняли участие общественные и культурные деятели крымско-татарского народа, а также представители Министерства культуры Республики Крым. Стало известно, что в рамках Дня крымско-татарского языка и письменности пройдет научно-практическая конференция, конкурсы и тотальный диктант. Основное празднование состоится в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре. На сегодня это все новости. Завтра первый выпуск новостей смотрите в привычное время 13:30. Все наши выпуски есть на официальном сайте trkmillet.ru, а также в социальных сетях. До завтра.